Добрый день! В Сулейманстальской ЦРБ проходит республиканская акция «Счастливые родители», целью которой является осведомление супружеских пар с бесплодием о возможности проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения. Согласно приказу 14 февраля 2017 года номером 86-Р об обеспечении доступности ЭКО в Республике Дагестан предусмотрены специальные социальные программы, которые позволяют воспользоваться услугами Центра вспомогательных технологий по полису обязательного медицинского страхования. В нашей больнице налажена работа по выявлению супружеских пар с бесплодием, которым рекомендуется направление на процедуру ЭКО в отделение вспомогательных репродуктивных технологий Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан, Республиканский центр охраны здоровья и семьи и репродукции, а также другие центры России, оказывающие специализированную медицинскую помощь. Хотелось бы озвучить работу кабинета планирования семьи. За 2 месяца 2020 года отправлены на бесплатное обследование, подготовлены выписки и направлены на ЭКО супружеские пары. Также все они на данный момент ждут своей очереди на проведение процедуры ЭКО в Центре планирования семьи в Махачкале. Прежде чем перейти к определению бесплодия, показаниям, противопоказаниям, а также подготовке медицинской документации, хотелось бы озвучить историю ЭКО. Первое успешное ЭКО провели Патрик Кристофер и Роберт Эдвардс в Кембридже. Первым ребенком в мире, появившимся из пробирки, стала Луиза Браун 25 июля 1978 года. Нужно отметить, что Луиза Браун в 2006 году стала мамой. Для наступления беременности Луизе ЭКО не потребовалось. Прежде чем перейти к определению бесплодия, показаниям, противопоказаниям и подготовке медицинской документации, хотелось бы рассказать про историю ЭКО. Первое успешное ЭКО провели Патрик Кристофер и Роберт Эдвардс в Кембридже. Первым ребенком в мире, появившимся из пробирки, 25 июля 1978 года стала Луиза Браун. А в 2006 году Луиза стала мамой, и для наступления беременности ей ЭКО не потребовалось. В СССР в результате ЭКО в феврале 1986 года благодаря акушеру-гинекологу Елене Андреевне Калининой родилась Елена Донцова. Это первый ребенок в СССР, появившийся из яйцеклетки, оплодотворенной вне организма матери. Если раньше диагноз бесплодия ставился после 4 лет безуспешных попыток забеременеть, то сегодня этот срок сократился до 1-2 лет. Это объясняется тем, что многолетнее бесплодие труднее поддается лечению, чем недавно обнаруженное. А потому парам, ведущим регулярную половую жизнь и не предохраняющимся от беременности в течение 1-2 лет, есть смысл насторожиться и обратить внимание на свое здоровье, репродуктивное здоровье. Чем раньше вы это сделаете, тем выше шансы в будущем стать счастливыми родителями. Вообще понятие бесплодия – это отсутствие беременности у супругов детородного возраста свыше 12 месяцев при регулярной половой жизни без применения каких-либо контрацептивных средств. По статистике, у 30% супружеских пар беременность наступает в течение 3 месяцев совместной жизни без предохранения, у 60% в течение следующих 7 месяцев и у 10% через 11-12 месяцев после начала половой жизни. Безуспешное лечение бесплодия известными консервативными хирургическими методами позволяет прибегнуть к современным вспомогательным репродуктивным технологиям. Эффективность таковых зависит от возраста и длительности лечения, а также от многих других факторов. Хоть и наблюдение за больным после экстракорпорального оплодотворения регулярная, частота спонтанных выкидышей составляет 25%. Внематочной беременности до 6% и многоплодной беременности около 30%. В российском законодательстве нет возрастных ограничений для проведения ЭКО, однако на практике вынуждены отказывать женщинам свыше 42 лет.
Это связано со снижением шансов на успех и одновременным повышением рисков для женского здоровья. Что касается попыток ЭКО, то максимально допустимые попытки составляют только 6 раз. Но после третьей неудачной попытки пациентке рекомендуется использовать доноров яйцеклеток, сперматозоидов или же прибегнуть к услугам суррогатного материнства. По мнению эмбриологов, наиболее успешное время для ЭКО считается весенне-летний сезон. Это объясняется гормональными изменениями в организме женщины. Организм становится более чувствительным к гонотропным гормонам, которые регулируют частоту яичника. Что касается выбора пола, согласно Международной врачебной конвенции, пациенткам его выбирать запрещено. Это правило одинаково распространяется на все страны, практикующие ЭКО. Однако доктор обязан сделать выбор, родиться девочке или мальчику в тех случаях, когда имеет наследственное заболевание, сцепленное с полом. Также учитывается тот факт, что зафиксированы случаи самостоятельной беременности после нескольких неудачных попыток ЭКО. На данный момент во всем мире насчитывается более 5-6 миллионов детей, зачатых методом экстракорпорального оплодотворения. Вообще понятие аббревиатуры ВРТ, вспомогательные репродуктивные технологии, означает это методики лечения бесплодия, при которых отдельные или же все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются в лабораторных условиях. Проведение ВРТ возможно только при наличии письменного, добровольного, осознанного, информированного согласия пациентов. К ВРТ относятся следующие технологии. Это экстракорпоральное оплодотворение, перенос эмбриона, это перенесение гамет, эмбриона в маточные трубы. Это микроманипуляция на гаметах, такие как субзональное оплодотворение, интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида или короткая аббревиатура ИКСИ. Вспомогательные методы репродукции с помощью донорских ooцитов и эмбрионов, суррогатное материнство, криоконсервация сперматозоидов, яйцеклеток, эмбрионов, искусственная инсеминация спермы мужа или же донора, предимплантационная диагностика наследственных заболеваний, редукция эмбрионов при многоплодной беременности. Экстракорпоральное оплодотворение – это процесс оплодотворения яйцеклетки в инвитро с последующей трансплантацией в матку или дистальный отдел маточной трубы. Показания к ЭКО – это абсолютно трубное бесплодие, двусторонняя тубэктомия в анамнезе. Отсутствие беременности у женщин свыше 30 лет с предшествующими пластическими операциями на маточных трубах, если после операции прошло более 1 года или же при отсутствии эффекта от длительного свыше 5 лет консервативного лечения непроходимости маточных труб. Бесплодие неясного генеза после проведенного клинического обследования. Иммунологическое бесплодие при безуспешной инсеминации спермы мужа или же донора. Различные формы мужского бесплодия – это олигоастена или тератозооспермия, требующие применения метода интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов ooцит. Это синдром поликистозных яичников, это эндометриоз. Противопоказания к ЭКО – это врожденные пороки развития или приобретенная деформация полости матки, при которых невозможна имплантация эмбрионов и дальнейшее вынашивание беременности. Доброкачественные опухоли матки, требующие оперативного лечения, злокачественные новообразования любой локализации, в том числе и в анамнезе. Опухоли яичников. Соматические и психические заболевания, при которых вынашивание беременности и дальнейшие роды противопоказаны. Острые воспалительные заболевания любой локализации. Подготовка медицинской документации к процедуре ЭКО. При первом же обращении к врачу пациентке следует иметь при себе паспорт полис-НИЛС. Пациентка ознакомливается с перечнем необходимых лабораторно-диагностических исследований,
Даются бесплатные направления республиканские диагностические центры города Дербента и Махачкалы на следующие исследования. Это половые гормоны первой и второй фазы менструального цикла. Это гормоны щитовидной железы, пацерная инфекция, передаваемая половым путем, кровно-внутриутробные инфекции, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочной железы, УЗИ гениталии, также консультация эндокринолога и маммолога, кольпоскопия. Такие лабораторные анализы, диагностические исследования, как общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, коагулограмма, мазки, жидкостная цитология, такие исследования, как ЭКГ, ФЛГ, консультация терапевта, кровь на гепатиты Б, С, РВ, ВИЧ. Пациентка сдает и получает результаты в ЦРБ. После комплексного обследования супружеской пары на руки выдается выписка из амбулаторной карты на прохождение врачебной комиссии в Республиканском центре охраны здоровья, семьи и репродукции для выяснения возможности проведения процедуры ЭКО. Проблемные моменты после успешного ЭКО. Это многоплодные беременности, это редукция лишних эмбрионов, это кровотечение, это синдром гиперстимуляции яичников, это воспалительные заболевания и внематочная беременность. В заключение своего доклада хочется сказать, что полноценная семья – это когда есть дети и счастливы родители. Ну а если это счастье невозможно получить естественным путем, то вам помогут современные вспомогательные репродуктивные технологии. Пожалуйста, все супружеские пары с бесплодием, обращайтесь в ЦРБ, 22-й кабинет планирования семьи. Спасибо за внимание.